Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. А сейчас коротко о главных темах. Главы сел должны представить свои конкретные заявки по использованию выделенных средств. В Кабинете министров обсудили финансовую поддержку аграриев. Международная экспедиция исследует пещеру Крубера. Зачем ученым онлайн-сеть под землей? Все секреты уникальной экспедиции в материале наших корреспондентов. В Музее славы имени Владислава Ардзенба откроются новые мультимедийные залы, посвященные Отечественной войне народа Абхазии и СВО. Премьер-министр Владимир Делба провел рабочую встречу с министром энергетики Баталом Мушба, на которой обсудили ситуацию на топливном рынке республики. Основной темой стали перебои с поставками бензина, вызванные логистическими сложностями на территории Российской Федерации. Батал Мушба отметил, что Министерство энергетики по поручению президента и правительства ежедневно отслеживает ситуацию. Из Российской Федерации в Абхазию со вчерашнего дня отгружено около 1600 тонн бензина АИ-95. В ближайшие 2 дня ожидается поступление 350 тонн топлива, а еще 600 тонн в течение недели. Дополнительные объемы планируется получить в течение 10-15 дней. Встречу Владимира Делба с Баталом Мушба смотрите после выпуска новостей. Россия ратифицировала соглашение с Абхазией о содействии в развитии на 2026-2030 годы. Подпись под документом поставил российский президент Владимир Путин. Соглашение было подписано в Москве 27 декабря 2025 года. Его цель – дальнейшее развитие социально-экономического сотрудничества между Россией и Абхазией, повышение уровня жизни населения, а также стимулирование экономической и инвестиционной активности в республике. Согласно документу, российская финансовая помощь может быть направлена на развитие образования, молодежной политики, воспитание детей, культуры и туризма, а также на повышение денежного довольствия и социальных гарантий сотрудников МЧС, прокуратуры и ГСО Абхазии. Кроме того, документ предусматривает это обеспечение лекарственными препаратами россиян, постоянно проживающих в Абхазии. Будет осуществляться местными органами власти. В Кабинете министров прошло очередное заседание с членами Государственной комиссии по сельскому хозяйству. В повестке дня было 5 вопросов. Подробности в репортаже Аэлиты Арутюня. 2026 год в республике объявлен годом села. В рамках программы развития сельских территорий всем селам Абхазии выделяется по 1 миллиону рублей. На данный момент поступила одна заявка от села Абгархук. Хотел бы проинформировать и еще раз обратиться к главам сел, к главам администрации, чтобы они ускорили работу над предоставлением соответствующих заявок в Министерство сельского хозяйства, для того, чтобы мы имели возможность выносить на рассмотрение комиссии данное обращение. Хочу проинформировать, что на сегодняшний день представлена только одна заявка от села Абгархук. Очень хотелось бы, чтобы этих заявок было больше. Помощник министра сельского хозяйства Инна Ларгун рассказала о заявке. По решению актива села деньги направят на ремонт фасада Абгархукской средней школы. Пока единственный проект соответственно, на 1 миллион рублей. Финансовые средства решением актива села Абгархук Гудауского района будут направлены на ремонт фасада здания Абгархукской средней школы имени Сужба. Прилагаемые документы полностью соответствуют установленным программой мероприятия перечню документов, обработаны и будут переданы на дальнейшее Минфин на согласование, на корректировку и на исполнение. Вправе производить капитальные ремонты только того имущества, которое значится у него на балансе. Да. В этом смысле, понятно, решение президента и условия и требования программы мы исполним, но есть пожелание впредь, возможно, в очередной финансовый год предусмотреть такую норму. В данном случае школа является собственностью района и состоит на балансе отдела образования либо управления образования районного, муниципальная, собственность. В данном случае, с учетом того, что денежные средства, именно бюджетные средства будут
направлены на расчетный счет администрации села, то в данном случае мы имеем дело с имуществом муниципальной собственности, а не сельской местности. В этом смысле вот такая ремарочка, с учетом этого я за. Участники заседания рассмотрели проекты, отложенные на предыдущих заседаниях комиссии для доработки. Министерство сельского хозяйства представило обновленные бизнес-планы. Кроме того, члены комиссии проверили конкурсные документы на закупку материалов и оборудования для развития питомников и рыбоводства. Те заявки, которые были одобрены комиссией, переходят к следующему этапу. Объявляется тендер на приобретение всех необходимых товарно-материальных ценностей для реализации поддержанных комиссией проектов. Четвертым вопросом повестки стало рассмотрение первых заявок от аграриев, планирующих создавать и развивать предприятия по производству и переработке сельхозпродукции. Участники встречи обсудили организационные и текущие вопросы реализации программы развития сельского хозяйства 2026. Айлита Арутюнян, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Против? Нет. Комиссия принята. Министр иностранных дел Олег Барцыц встретился с генеральным директором Центра народной дипломатии, депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Дмитрием Савельевым. Особое внимание было уделено вопросам развития международных гуманитарных контактов, поддержки молодежных и культурных обменов, а также продвижения совместных инициатив, направленных на укрепление взаимопонимания и доверия между народами Республики Абхазия и Российской Федерации. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем развитии партнерских связей, отвечающих интересам Абхазии и России. Отдавать ли разрушающиеся памятники архитектуры инвесторам, чтобы спасти их от полного исчезновения? Эту тему и изменения в градостроительный кодекс обсудили на расширенном заседании Комитета по экономической политике, реформам и инновационным технологиям. Депутаты, архитекторы, представители Министерства культуры искали баланс между привлечением частного капитала и защитой государственных интересов. Подробности в репортаже Ирены Богатели. К диалогу привлекли широкий круг экспертов, представителей районов, главных архитекторов городов, министры культуры и руководство Комитета по охране историко-культурного наследия. Главная цель встречи – услышать экспертное мнение специалистов и найти эффективное решение спасения памятников истории. В центре внимания участников оказались два ключевых вопроса – сохранение и вовлечение в хозяйственный оборот объектов историко-культурного наследия, находящихся в государственной собственности, и проект закона о внесении изменений в градостроительный и строительный кодекс Республики Абхазия. Мы сегодня говорим об истории нашей. История наша достаточно имеет большую ценность. И мы все это знаем, и этим более того гордимся. Гордимся, что у нас есть история, что у нас есть та самая культура, которой мы пытаемся управлять и которой гордиться. В большей степени даже гордимся нашей историей. Но пришло то время, когда мы должны посмотреть, как ее сохранить. О важности корректной подготовки бюджета, поддержки законодательной инициативы и необходимости предпринимать срочные меры по защите объектов наследия рассказал министр культуры Даур Кови. Пока у объекта не будет смотрителя, нам не с кого будет что-то спрашивать. А ставить человека на зарплату в 5000 и говорить, что ты отвечаешь за объект историко-культурного наследия, это не работает. Среди центральных тем дискуссии идея передачи аварийных исторических зданий в частные руки для их реставрации на взаимовыгодных и строго регулируемых условиях. Администрации президента об отношении к этому вопросу. Там однозначная позиция – дать возможность людям выкупать объекты историко-культурного наследия, потому что без их помощи объекты разрушатся. Простая арифметика. 1500 объектов в Абхазии, пускай по 50 миллионов, 75 миллиардов рублей, короче, нужно будет на восстановление. Это самые минимальные числа, да? То есть это невозможно, чтобы государство на это потянуло. Теперь можно какие-то ограничения сделать, допустим, там это будет культовое сооружение, церковь, допустим, или крепость, чтобы это что-то можно оговорки делать. В конце концов, то, что до этого говорилось, у нас Белый дом посещаем для экскурсии, у нас король
король Великобритании, его дворец посещаем для туристов. То есть это все можно обговаривать в условиях предоставления, в условиях выкупа. И большие полномочия должны иметь госуправление по охране историко-культурного наследия, чтобы они могли пресекать самовольные всякие пристройки, настройки, не согласованные в проекте. Нино Рибеби и Дмитрий Маршан высказали свои мнения касательно того, целесообразно ли отдавать в частные руки объекты историко-культурного наследия, доступ к которым должен быть открыт желающим. У меня вопрос, почему мы просто так должны целые замки давать людям за рубль, за то, что он просто восстановит и там будет жить внутри? Я с этим категорически не согласен. Если его обязать, помимо восстановления, или это он пускай купит у государства задорого, или он эту крепость, которую никто не хочет, но мы переживаем за Абхазию, никогда не будут восстанавливать. Если его обязать дополнительно, что вот он сделает это, но еще сделает вот это. Это другой вопрос. Просто так давать за рубль. Квартира стоит 15 миллионов. Мы почему должны замок или дом архитектурный давать просто так за то, что он восстановил? Если сегодня государство не может восстановить, это не значит, что сегодня нужно взять все объекты, передать, в частные руки. Здесь говорилось о том, что, многие объекты передавались частникам, выдавались в аренду и так далее, но они не соблюдают сегодня условия договора. К сожалению, наше государство очень слабо и не может контролировать. Почему-то об этом мы в меньшей степени говорим, больше говорим, что кому-то нужно отдать. Но насколько дальше государство может контролировать соблюдение условий, которое государство должно предоставить тому или иному человеку, частнику, который берет, этот объект. В ходе заседания представитель Государственного управления охраны историко-культурного наследия проинформировал участников о текущем состоянии памятников в республике и озвучил свою позицию. Частники, то есть наши граждане, большую роль сыграли. Ничего не скажешь, да. Всеми силами они боролись, дома свои восстановили. Государство тоже помогло. Вот сейчас сказать, что государство ничего не сделало, это несправедливо будет. Крыши домов многих поменяло государство. На окна не было денег, давало. Конечно, во всех районах это не удалось. Естественно, в отдаленных районах этого не было. И мы вопрос крепостей, храмов, я, насколько понимаю, должны оставить временно. Он не может рассматриваться никогда, потому что храм абхазского царя Баграта II придет Гарик Сангуле, будет владетель этого вопрека. И смешно и печально, если это случится, нашей нации не будет никогда. Большинство участников заседания сошлись во мнении, если объекты и будут передаваться бизнесу, необходима предварительная классификация памятников, индивидуальный подход к каждому зданию и жестко прописанные юридические условия, защищающие интересы государства. Также депутаты и эксперты подчеркнули необходимость проведения полной инвентаризации всех объектов историко-культурного наследия республики. Вот сегодня таким большим составом мы говорим, что есть проблема, уважаемая исполнительная власть, обратите внимание, проявите инициативу для ее реализации. И мы вас поддержим. Вот что мы говорим. Если мы сегодня, наше мнение будет какой-то противоречивый характер, мы же не сказали «дайте деньги». Власть не должна нам противоречить, она исполнительная. Мы также заботимся о Родине, и тогда, когда она будет взаимна, и все мы вместе, мы что-то сделаем. Сделаем исходя. Все хотим какой-то социализм, которого ни у кого нету. Но, к сожалению, такого не бывает. Если это мнение такое доминирующее, то должно быть видение друг друга. Вот почему мы сегодня собрались. Работа над законопроектом продолжается. Встречи будут проводиться регулярно до тех пор, пока не будут найдены оптимальные варианты сохранения архитектурного достояния страны. Ирина Богателия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 50-летнего Карена Оганесяна остановили в зоне таможенного контроля на КПП «Псо». У него изъяли более 107 граммов метадона. Возбуждено уголовное дело. Подробности в материале пресс-службы СКБ. В ходе реализации оперативной информации 1 августа сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия в зоне таможенного контроля КПП «ПСО» при пересечении государственной границы был задержан гражданин Республики Абхазия Оганесян Карен Владимирович, подозреваемый в незаконном ввозе наркотических веществ. У вас есть при себе запрещенные в гражданском обороте оружие, наркотики, либо боеприпасы? Никогда. Где и при каких обстоятельствах вы приобрели данное наркотическое средство? В Санкт-Петербурге.
путем тайной поднятия зарплаты. Изъятое вещество было направлено на исследование ВКЦ МВД Республики. Согласно заключению эксперта, оно является сильнодействующим наркотическим веществом метадон, общая масса которого составляет свыше 107 грамм, что является особо крупным размером. По данному факту Следственным отделом Службы госбезопасности возбуждено уголовное дело по пункту Б части 3 статьи 224 прим. 1. Министерство внутренних дел Абхазии активизировало мероприятия по контролю за ношением огнестрельного оружия в общественных местах, в частности, в кафе и ресторанах. Правоохранители напоминают, незаконное хранение, ношение и перевозка оружия влекут за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. По поручению вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, подобные рейды будут продолжены на регулярной основе. По приглашению министра здравоохранения России Михаила Мурашко, министр здравоохранения Абхазии Астамур Гуня находится в Москве с рабочим визитом. В понедельник Астамур Гуня встретился с заместителем министра здравоохранения России Андреем Плутницким. Как сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии, после встречи Гуня ознакомился с деятельностью ведущих учреждений Минздрава России. В рамках визита запланированы важные встречи, включая встречу с главой Минздрава России Михаилом Мурашко, а также переговоры с руководителями Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора и профильных департаментов. Эти встречи позволят обсудить ключевые аспекты двустороннего взаимодействия и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества в области здравоохранения. Чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Вячеслав Гладков встретился с министром просвещения Абхазии Ханной Гунба. В ходе беседы стороны обсудили основные направления взаимодействия посольства и Министерства просвещения, определили приоритеты совместной работы и обменялись мнениями относительно перспектив российско-абхазских проектов в сфере образования. Предметно остановились на вопросах расширения двустороннего сотрудничества между сторонами в области совершенствования системы обучения, профессиональной подготовки кадров и формирования мотивационной среды для педагогов и учащихся. Россия передала для школ Абхазии более 24 тысяч экземпляров учебников. Поставка стала результатом договоренности министров просвещения двух стран Ханны Гунба и Сергея Кравцова. Организатором поставки выступил Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». В республику поступили учебники по русскому языку и литературе, математике, алгебре, географии, физике, информатике для учащихся 1-11 классов. В Министерстве просвещения прошла встреча министра Ханны Гунба с первым заместителем директора фонда «Моя история» Анастасией Калугиной. Я хотела бы в первую очередь поблагодарить фонд «Моя история» за то, что уже на протяжении нескольких лет вы реализуете ряд образовательных проектов на территории Республики Абхазия. Это и кабинеты русского языка, оборудованные, подготовленные. Это сейчас мы реализуем кабинеты предмета физика. И особое значение для системы образования, конечно, имеет вопрос обеспечения школьными учебниками. Хочу сказать о том, что это достаточно острый вопрос, потому что действительно родителям тяжело собирать учащихся в школу, приобретая по всем дисциплинам 10-12 наименований учебников. В апреле месяце я встречалась с Сергеем Сергеевичем. Мы договорились о том, что существующий дефицит в Республике Абхазия по российским учебникам, дефицит составляет около 65 тысяч, покрывать будем поэтапно. И результатом наших договоренностей в этом году, в канун начала учебного года, мы получаем 24 тысячи российских учебников. Надеемся все-таки за короткий срок закрыть полностью потребности и дефицит, который существует. Классы физики, которые вы назвали, уже готовятся, и надеемся, что часть из них откроется 1 сентября.
Это продолжение проекта, поддержанный вами и министром Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым. Мы с вами презентовали их в марте, прошлогодние классы русского языка. Сейчас это классы физики, которые будут полностью оборудованы всеми современными лабораторными установками, учебниками. И также хочу отметить, что буквально на днях 7 августа стартует наша смена в Калдахваре, лагерь «Мост дружбы», который соберет 150 абхазских школьников. Тоже наша совместная работа. Нижайшая вам благодарность за то, что вы нас поддерживаете. В Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзинба ведутся строительные работы по созданию уникальной культурно-просветительской площадки интерактивного музея. Работа проводится в рамках международного проекта «Путь героя», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив России. В экспозициях будет представлен период от Великой Отечественной войны до наших дней. О ходе работ в репортаже Налы Чхинджерия. Новая интерактивная музейная экспозиция на территории Государственного музея боевой славы начнет свою работу буквально через 2 месяца, открытие которой запланировано к Дню нашей Победы. Культурно-просветительская площадка будет расположена на 1-м этаже. Проект разделится на несколько залов. Зал, посвященный первому президенту Владиславу Ардзинба, Великой Отечественной войне народа Абхазии и СВО. Огромная благодарность, что и администрация президента Республики Абхазия, Президентский фонд культурных инициатив доверился нашему опыту. Тот музей СВО, который самый первый открылся в Российской Федерации, был создан администрацией Нижнего Новгорода во главе Юрия Владимировича Шалабаева. И сегодня мы рады, что можем это применить здесь, в таком пространстве, где глубина именно наполнения памяти людей, традиций. Это все очень трогательно для нас и большая честь. С ходом работы ознакомился руководитель администрации президента Беслан Эшба. Он подчеркнул, что вопрос о реконструкции данного музея с учетом новых технологий была принята еще в прошлом году во время визита в музей Бадры Гунба и Сергея Кириенко. После этого, была подача документов на фонд культурных инициатив, Президентский фонд культурных инициатив, где данная идея была поддержана и открыли финансирование. В настоящий момент я приехал посмотреть, как ведутся работы, успеваем ли в сроки. Мы хотим 30 сентября, чтобы на День Победы, снова при посещении президента с гостями, эта композиция, так скажем, уже интерактивная была готова. Учитывая, что это все-таки интерактивная часть, туда можно будет догружать огромное количество материалов. И самое главное, что эта работа будет вестись на постоянной основе даже после открытия музея. В создании интерактивной зоны были привлечены специалисты из Нижнего Новгорода, у которых есть опыт в сфере новейших музейных мультимедийных технологий. На данный момент ведется работа с местными историками и экспертами по наполнению экспозиции. Наша компания как раз занимается в части интерактивного наполнения, который будет в этом музее. Поэтому на сегодняшний день оборудование, которое здесь будет выставлено, оно придет из России сюда, оно уже в дороге. Будут внедрены цифровые технологии, которые позволят более интересно и глубоко подать информацию о нашей войне, о всех событиях, которые происходили и перед войной, и во время войны, в большей степени и после войны. Ну и, соответственно, это внесет свою лепту в патриотическое воспитание. Проект «Путь героя» нацелен на изучение, сохранение и популяризацию абхазо-российского и историко-культурного наследия. Уже завершен первый этап строительных работ. Проведены электрические провода и подготовлены стены для установки мебели, а именно тач-панели. По завершению всех работ запланировано проведение международной научно-практической конференции, посвященной международному проекту «Путь героя». Нала Чхинджерия, Ахрам Ичба, Абхазское телевидение. В рамках указа президента Абхазии Бадры Гунба, объявившего 2026 год годом села, делегация Министерства энергетики во главе замминистра Давида Мгабелия провела инспекцию текущих работ в Галском районе.
В рамках выездного осмотра делегация ознакомилась с участком реконструкции линии 0,4 киловольта в селе Хяцха. Данные работы проводятся в рамках объявленного президентом нынешнего года годом села. С 5 августа в данном населенном пункте начнется установка современных приборов учета электроэнергии. Делегация также провела рабочие совещания в Галском РЭС с руководителем районного филиала Черноморэнерго Ниязом Джгиринаем. Стороны детально обсудили проблемные вопросы электроснабжения района и наметили конкретные шаги по их решению. Также делегация провела рабочий осмотр Ингурской ГЭС, после чего состоялось совещание с директором Ингурской ГЭС Ливаном Мибоня. Участники встречи обсудили вопросы текущей эксплуатации гидроэнергообъекта и координации совместных действий. Реконструкция изношенных сетей в селе Хяцха Галского района вышла на финальную стадию. Энергетики меняют старые линии электропередачи на современный изолированный провод, устанавливают новые железобетонные опоры, сообщили в Черноморэнерго. На трансформаторной подстанции номер 7 работы завершены, на подстанции 4 вышли на финальную стадию. В ближайшее время начнется установка приборов учета. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей и модернизации распределительной инфраструктуры в рамках производственной программы Гальского филиала РУК Черноморэнерго выполняются работы по реконструкции сетей 0,4 киловольта в селе Хяц. Данный объект включен в план работ в связи с высоким уровнем физического износа элементов распределительных сетей. В ходе реконструкции выполняется полная замена линии электропередач 0,4 киловольта с применением самонесущего изолированного провода, а также замена аварийных и дефектных опор на новые железобетонные опоры. На данный момент по комплексной трансформаторной подстанции номер 7 работы завершены в полном объеме. Работы по комплексной трансформаторной подстанции номер 4 находятся в завершающем этапе. Реализация данного проекта позволит повысить уровень надежности электроснабжения потребителей, снизить технические и коммерческие потери и обеспечить более эффективную эксплуатацию распределительных сетей. Министр экономики Теймураз Мигвабия в ходе торжественной церемонии вручил ведомственные медали за работу на железной дороге Абхазии сотрудникам республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога». Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику работников железнодорожной отрасли, традиционно отмечаемому в первое воскресенье августа. Награды за значительный вклад в развитие и обеспечение стабильной деятельности железнодорожного транспорта республики получили Абел Каракиян, Шота Краснощеков, Николай Хишба, Дмитрий Бжаня, Игорь Шоня, Леонид Куруа, Адгур Демирджипа, Игнат Четья. За 7 месяцев 2026 года электропоезд «Диаскурия» перевез 87 тысяч пассажиров. С момента первого рейса, состоявшегося 1 мая 2025 года, услугами поезда воспользовались уже более 243 тысяч человек. Международная экспедиция спелеологов из Мексики и Сербии прибыла в Абхазию. Ученые продолжат работу в пещере Крубера. Здесь специалисты Крымского федерального университета имени Вернадского при поддержке Русского географического общества, Государственного комитета по экологии и Академии наук Абхазии создают онлайн-сеть для мониторинга пещеры. Подробности в репортаже Миланы Агрба. В центре внимания международной экспедиции спелеологов пещера Крубера. Глубина 2224 метра, что делает ее одной из глубочайших пещер в мире. Пещера представляет собой сложную многоветвистую систему вертикальных колодцев, крутых шахт и галерей. Расскажу такой небольшой экскурс. Геннадий Викторович, тот, кто побил мировой рекорд, спустился на 2224 метра, и она оказалась самая глубокая в мире. С
Спелевок Геннадий Самохин неоднократно участвовал в экспедициях в пещере Крубера. В 2024 году под его руководством была зафиксирована рекордная глубина – 2224 метра. Планируется установить систему мониторинга подземного пространства, которая позволит ученым получать данные о температуре, влажности и давлении воды на экстремальной глубине. Также запланировано детальное исследование уникального сообщества организмов, изолированного от внешнего мира на протяжении миллионов лет. На основе вот этого оптоволоконных станций мы разработали мониторинговую сеть. Теперь датчики будут собирать данные и в режиме онлайн передавать постоянно на телефон, на компьютер. Мы будем знать в любое время дня и ночи, что происходит на глубине 2 километра. На поверхности есть специальная сеть, которая выходит в режим интернета. Все это передается в сеть, и там мы получаем раз в день, раз в неделю получаем данные, что происходит под землей глубоко. Топ верхних глубочайших карстовых пещер мира сегодня сосредоточены в Абхазии. Директор Института экологии Роман Дбар отметил, что проект мониторинга важен и интересен. Очень интересен, и он интересен тем, что дает возможность увидеть происходящее внутри таких гигантских карстовых полостей. По факту, при посещении пещер спелеологи имеют возможность произвести разовые измерения, но они не являются измерениями, которые отражают всю полноту событий, происходящих там. Президент Ассоциации спелеологических групп из Мексики Ясмин Бараган подчеркнула, что рада быть частью экспедиции. Она находится под очень большим впечатлением от уровня организации, от того, как хорошо все происходит, то от уровня оборудования. И она была очень впечатлена, когда она узнала о технологиях, которые используются в пещере, которые планируются к установке. И для нее большая честь быть частью экспедиции. Для нее также большая честь быть одним из немногих мексиканцев, которые посещали Абхазию, возможно, даже первыми. И несмотря на то, что мир находится в состоянии глобальной войны, мы можем находить мир в разных местах. Пещера названа в 1960 году в честь основоположника карстоведения Александра Крубера. Второе имя Вороне закрепилось в 1980-х годах из-за множества галок и ворон, гнездившихся у входа. Милана Агарба, Заур Илиев, Абхазское телевидение. Команда Абхазии и Центр народной дипломатии подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон развивать долгосрочное партнерство в сфере общественной дипломатии, молодежной политики, образования, культурного обмена и реализации совместных общественно значимых инициатив. Документ определяет главные ориентиры нашей совместной работы. Мы намерены сосредоточиться на двух ключевых сферах – это образование и культура. Потому что именно через просвещение и взаимное культурное обогащение лежит самый надежный путь как к взаимопониманию как между людьми, так и между народами. Мы будем со своей стороны находить лучших экспертов, специалистов для реализации наших программ. И я уверен, что наш союз станет ярким примером того, как общественные инициативы могут и должны менять жизнь к лучшему. Подписание сегодняшнего соглашения – это соглашение о сотрудничестве между командой Абхазии и Центром народной дипломатии, возглавляемым Дмитрием Савельевым, закрепляет наши дружественные, уже сложившиеся связи между двумя нашими организациями, так как реализация наших проектов началась еще до подписания. Начали мы наше сотрудничество с передачей информационно-просветительских плакатов в отделы образования районов Республики Абхазия, которые подготовлены были командой Абхазии и Министерством здравоохранения Республики Абхазия. Наше сотрудничество, сегодняшнее соглашение, оно открывает для нас новые горизонты для установления партнерских связей между нашими организациями, обмена опытом, а также развития стратегического сотрудничества не только в частном его примере между нашими двумя организациями, но и подтверждением приверженности двух государств к реализации совместных проектов и к дружественным связям.
Члены комиссии конкурса «Чистый город» объезжают дворы претендентов на победу. Решение о создании комиссии по проведению в 2026 году конкурс «Чистый город», посвященного Дню города Сухум, было подписано главой столичной администрации Тимуром Агарба. В конкурсе могут принять участие жители города, а также коллективы частных и государственных предприятий. Победители получат средства на дальнейшее благоустройство территории, а также призы и подарки. Подробности в материале пресс-службы города. Члены комиссии конкурса «Чистый город» объезжают дворы претендентов на победу. Решение о создании комиссии по проведению в 2026 году конкурса «Чистый город», посвященного 2510-летию Сухума, было подписано главой столичной администрации Тимуром Агарба. В конкурсе могут принять участие жители города, а также коллективы частных и государственных предприятий. Победители получат средства на дальнейшее благоустройство территории, а также призы и подарки. Первый двор многоэтажного дома, в котором побывали члены комиссии под председательством замглавы столичной администрации Автандила Сурманидзе, находится по адресу Иналапа 3. Нам все тут очень понравилось, все убрано, все аккуратно, все чисто. Если все горожане так вот примут участие, было бы хорошо. Мы надеемся, что горожане приняли участие. Они нам помогают, мы своим делом каждый день занимаемся, но когда нам помогают, нам легче становится город убрать и уютнее становится. По словам Елены Отепиной, конкурс «Чистый город» призван вовлечь жителей, предприятий и организаций в благоустройство, чтобы люди искренне ратовали за свой город. Мы утвердили такую оценочную комиссию, где обращаем внимание на многие вещи. Это и прилегающая территория должна быть. Мы посмотрели, она здесь все чистенько, все аккуратно. Покрашены гаражи. Если обратите внимание, то на каждом подъезде есть табличка с номером. Это тоже плюс. Здесь домоуправление постаралось. Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия, который входит в конкурсную комиссию, отметил, что в последнее время все больше людей самоорганизовываются и выходят на уборку придомовых территорий. Когда двор сплоченный, когда между собой соседи общаются и работают в рамках того, чтобы привести надлежащим уровень свои дворовые территории, то и администрация города, и городское собрание будет таким дворам идти навстречу и помогать по всем возможным аспектам. Как отметили члены комиссии, жители столицы, которые подали заявку на участие в конкурсе, действительно хорошо подготовились. Из 10 осмотренных за день дворов многоэтажек есть и фаворит. Однако у других конкурсантов есть еще возможность обогнать лидера гонки. Сейчас мы находимся на территории, двора, адрес Чачба-3. Здесь около 7-8 жильцов. Я впечатлен, двором. На самом деле ухоженный. Видно, что люди, живущие здесь, стараются внести чистоту, уют в свой быт. Я считаю, один из лучших вариантов пока то, что мы смотрим. Если вот так люди будут относиться к своим дворам, нам будет очень трудно выбрать. Горожане не только высаживают цветы, красят все металлические конструкции, но и подметают дворы, не дожидаясь коммунальных служб столицы. Безусловно, это и подспорье коммунальщикам, но в то же время показатель бережного отношения к своему месту жительства. Видите, какой наш двор. Стараемся, убираем, прибираем, чтобы красиво было. Это наш город, наш двор. Благодаря здесь начальнику ЖКО и многим с администрации помогают нам, чем могут. Здесь стараемся что-то приукрасить, цветочки тоже, каждый свой цветочек выносит, ложит. И дети, которые здесь воспитываются, благодаря этим цветам, пению птиц, и они добродушнее становятся, чище становятся. Советую всем вот так за своим двором ухаживать и быть дружелюбными ко всем нашим гостям. 81-летняя жительница Сухума Светлана Думава поделилась, что с 1966 года высаживает во дворе цветы и ухаживает за ними круглый год. У нее в любой сезон можно увидеть растения в цвету. И что интересно, пенсионерка ухаживает за растениями и на соседних улицах, не только рядом со своим домом. Это моя жизнь, без них я не могу. Все время как ребенка слежу,
поливаю, сажаю, стригу. Если люди все, где живут, если так, как я делаю, если делали бы все, наш город был бы красивый. Светлана Думаева призналась, что многие отдыхающие, проходя мимо ее цветов, любуются ими и делают комплименты хозяйке. Слова благодарности пожилой женщине прозвучали и от членов комиссии конкурса «Чистый город». «Любуюсь, когда проезжаю мимо», заметила замдиректора департамента ЖКХ Елена Отепина. Комиссия побывала также на благоустроенной территории предприятия. Красота, просто молодцы. Как рассказали сотрудники, благоустройством территории занимались вместе с руководителем предприятия, которое очень любит цветы. В течение недели комиссия конкурса «Чистый город» побывает во дворах претендентов и оценит готовность к финальной части и подведению итогов. В этом году количество номинаций увеличилось. Члены комиссии оценят самый благоустроенный район, детсадовский школьный двор, лучший двор, благоустроенный при активном участии жителей, лучший двор ведомственного жилищного фонда и самую благоустроенную территорию предприятия. И в конце выпуска информация о погоде. Во вторник, 4 августа, в Абхазии ожидается жаркая погода. Местами возможен слабый дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов, днем плюс 26-31. Температура морской воды плюс 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.